Новый номер известного российского журнала «Искусство кино» полностью посвящен якутскому кинематографу. Подобной чести региональная индустрия развлечений удостаивается впервые. О главных темах эксклюзивного номера и о своем мнении по поводу якутского кино рассказал главный кинокритик страны Антон Долин. Антон, добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, и мы сейчас находимся на премьере фильма «Пугало» в Москве. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления, когда вы в первый раз увидели это кино. Впечатления были очень сильные, но надо сказать, что я был к ним готов, потому что я смотрел предыдущие два фильма Дмитрия Давыдова и «Костер на ветру». Мне очень понравился, и мне показалось, что «Нет Бога, кроме меня» тоже очень сильная, очень неординарная, зрелая, уже серьезная работа. Она, кстати, не имела такого успеха фестивального, как «Костер на ветру», но, по-моему, она более интересна. То есть я видел, что режиссер развивается, что он двигается вперед. И вы знаете, даже какие-то образы, которые я увидел в первых роликах, первые кадры, когда появились, они уже какое-то завораживающее производили впечатление. А смотрели мы этот фильм на фестивале «Кинотавра». Тут такое дело, что русское кино, когда ты смотришь его анмасс, когда его сразу там больше 5 фильмов или там 10, это довольно часто бывает угнетающим зрелищем. А якутское кино по меньшей мере очень сильно отличается. Ну, это такие законы большой империи, что можно быть средним русским фильмом, чтобы попасть на «Кинотавр», но надо быть очень хорошим якутским фильмом, чтобы попасть среди этих русских фильмов. И было понятно, что «Пугало» неординарный фильм. Так и оказалось. А почему все-таки якутскому кино сложно попадать на российские фестивали? Я боюсь, что здесь работают две вещи. Во-первых, никто не понимает, кто они, что у них за традиции, вообще чем они живут. А второе, это то, что якутское кино очень малобюджетное. У нас привыкли, что даже очень плохие русские фильмы, делаемые в Москве и Петербурге, в них вкладывается уже приличное количество денег. А якутские даже очень хорошие фильмы бывают очень малобюджетными. И эта малобюджетность, которая даже в качестве изображения, звука иногда читается, она вызывает какое-то такое высокомерное, ну это вообще, это за что, сколько у них бюджет-то там был, как будто это важно. На самом деле это не важно. Но хоть это и не важно, это, к сожалению, работает в минус. А то, что на якутском языке картины, это тоже влияет? И это, конечно, проблема. Это как любой фильм на иностранном языке. Это же иностранный язык. Если переозвучить, это будет совершенно другое. А фильмы с субтитрами, это значит артхаус. А если мы хотим смотреть артхаус, то пусть он будет хотя бы южнокорейский или японский, а лучше французский или немецкий. Якутский артхаус, ну это как-то уж совсем. То есть мы очень не привыкли к этому. Эта привычка – это дело времени. Я уверен, что она может со временем появиться. Для этого должно быть больше таких прорывных, важных, больших, не с точки зрения бюджета, а с точки зрения художественной значимости, фильмов вот таких, как «Черный снег» или «Пугало». Чем будет их больше, тем больше будет количество зрителей по России, готовых такое кино воспринимать. Ну а дальше? Можно ли говорить, что это переломный момент, может быть, для якутского кинематографа? Я уверен, что это переломный момент. Другое дело. Надо понимать, что перелом в кино не происходит быстро. Это его начало. Дальше могут пройти годы, прежде чем произойдет эта адаптация зрителя к якутскому кино, якутского кино к неякутскому зрителю. Эта адаптация – вопрос времени. А сколько это времени может занять, конечно, я вам не скажу, не знаю. Вы уже начали говорить, что с технической точки зрения некоторые якутские фильмы, они все-таки не дотягивают до тех образцов, которые снимают там в центральных больших городах. Как вы думаете, на что нужно сейчас сделать упор якутским кинематографистам? Мне кажется, что надо немножко подтянуть бюджет и подучиться техническим вещам. Монтаж, звук, операторы у вас уже замечательные. Это на самом деле дистанция маленькая, этот зазор между совершенно профессиональным кино и вот таким полупрофессиональным, он невелик. Иногда это просто затыкается эта дырка деньгами, то есть чуть больше бюджет дает, чуть больше время работы над фильмом дает чуть большую вылизанность как бы этой картинки и звука. Вот. Я вообще не считаю, что это по-настоящему важно. Просто иногда широкому зрителю это важно, это другой вопрос. Вы видели больше 20 фильмов якутских, да, вы в одном из интервью да, говорили? Так. Можно ли уже выделить какую-то тенденцию общую для якутского кинематографа? Их множество, этих тенденций. Якутское кино очень зритель-френдли, оно обращено к зрителю, правда, к якутскому прежде всего. В то время как фильмы, делающиеся в Москве, часто делаются там для своих друзей, например, или для какого-то воображаемого зрителя, которых себе режиссер или продюсер просто не представляет. И зритель платит им той же монетой, полной дифферентностью. Якутские фильмы не знают четкого разделения между арт-кино и развлекательным кино. Иногда совершенно развлекательный жанровый фильм может содержать в себе вполне глубинные идеи. И наоборот, авторское кино может быть довольно увлекательным. Нет вот этой вот пропасти. Якутское кино очень сильно связано с природой.
как и вообще якутский народ. И река, тайга, снег — это все субстанции, вне которых себе якутское кино ты просто не можешь себе представить. Ну, для нас, москвичей, это звучит вообще дико и странно. У нас никто не мыслит такими категориями. И это, конечно, очень особенное свойство, такое вот редкое. Ну и, наконец, магия, волшебство, мифология для якутского кино — это тоже естественная среда. Это не придуманные какие-то жанровые, пристегнутые элементы. Ты понимаешь, что если в фильме ты видишь духа или шамана, что авторы этого фильма, а не только его наивные персонажи, верят в реальность, вот это вот сверхреальность. Это, конечно, очень круто. Тоже вы сейчас сказали, что и Роднянский об этом говорил на сцене, что нельзя, наверное, сильно отделять якутское кино от российского, потому что те же операторы, они все учились в Москве и Петербурге, и продолжатели советской или российской школы киноиндустрии. Но все равно кино получается самобытное. Ну, потому что оператор — это не только человек, который научился у кого-то операторскому искусству. Это же человек, у которого есть глаза, глаза на голове, в голове мозг. Этот мозг — это часть личности, которая родилась в Якутии, которая воспитана якутской едой, якутским языком, якутскими верованиями, якутской природой. Это все сказывается на том, как работает оператор тоже, понимаете? На ком угодно это сказывается. Техника — это техника, но любая художественная работа — это нечто сверхтехники. Это сверхтехники всегда идет от личности. Это не от качества линз. Это не от того, камера на стадикаме или она закреплена на штативе. Это все второстепенно. Первостепенно видение, а видение идет из головы, из сознания. Ну и сознание якутское, оно немножко отличается, и это здорово, это делает якутское кино таким своеобразным. А все равно можно ли проследить какие-то традиции русского кино в якутских Очень фильмах? мало. Мне кажется, что эти традиции очень мало в чем ощущаются, тем более, что никто не знает, что такое русские традиции. Если это советские традиции, мы от них далеко уже ушли, уже техника другая, цифровая, предполагающая совершенно другие методы работы. А никакой новой теперешней русской школы, там, операторской, просто не существует. Операторы есть прекрасно, их много, а школы нет. Поэтому думаю, что нет. В якутском кино очень много самоучек, да, вот как и Дмитрий Давыдов. И как вы думаете, тоже сказывается ли это? Сегодня можно быть самоучкой, кто угодно может быть самоучкой. Величайший американский режиссер современности Квентин Тарантино — самоучка. Самый успешный российский современный режиссер Андрей Звягинцев — самоучка. Дмитрий Давыдов сейчас самый известный якутский режиссер, он тоже самоучка. Ничего против самоучки я не имею, из них иногда вырастают лучшие режиссеры, потому что они нестандартно мыслят, они ни у кого не учились, у них нет таких шаблонов, которые надо ломать. Другие люди эти шаблоны должны преодолеть, а у этих просто их нету. Новый номер журнала «Искусство кино», полностью посвященный якутскому кинематографу. Расскажите про эту идею, как она возникла у вас и как шла работа над этим номером. Идея возникла давно. Мы хотели еще год назад сделать номер про якутское кино, потому что явление существует уже давно. И на самом деле это совпадение, что в течение года 2 якутских фильма победили на 2 российских фестивалях: «Черный снег» на «Окне в Европу» и «Пугало» в Сочи на Кинотавре. И к моменту их выхода мы выпустили журнал. Но вообще-то говоря, он мог выйти год назад, если бы не пандемия. Мы так планировали. Вот. Произошло, видимо, какое-то накопление, что одновременно и наш журнал со статьями наших критиков и якутских авторов, и фильмы, которые прорвались за пределы вот этого гетто только якутского зрителя, только якутской индустрии. Вот. А дальше идея была в том, чтобы восстановить широкий контекст. Якутия, якутское кино — это не только кино. Хотя про него у нас там много написано. Круглый стол про индустрию. Мы подобрали 12 якутских фильмов, о каждом маленькую рецензию написали. Но кроме этого, статья о якутской географии и истории, статья о якутском театре, статья о якутской мифологии, статья о якутском фольклоре, статья о якутском изобразительном искусстве. Отдельная статья человека, который написал и нарисовал первую мангу под названием «Якутия». Это все Якутия. И, наконец, сценарий Дмитрия Давыдова, «Песни лета», нового, следующего фильма, который он еще не начал снимать. Сейчас, когда мы с вами разговариваем, это тоже часть этого всего. То есть сами якутские кинематографисты, и исследователи, и ученые, и кинокритики, они все принимают участие в этом. В этом была идея. Показать, что Якутия — это целая отдельная планета, а не просто якутское кино, часть российской кинематографии. Если вот говорить про региональное кино в России, да, ну, не только же в Якутии его снимают. Как вы оцениваете вообще размах? Региональное кино в России существует очень слабо, его очень мало, размах этот очень неразмашистый. Якутия фактически единственная. Снимают везде. Но чтобы зрители охотно смотрели, интересовались, разбирались, брали автографы у местных звезд,
Вот такое есть только в Якутии сегодня в России. Это, конечно, обидно, и хотелось бы, чтобы было везде. Но когда будет и возьмут ли представители других республик якутов в качестве модели для подражания, и если возьмут, удастся ли эту модель как-то реализовать, этого я знать не могу. Вот что говорят критики между собой, когда обсуждают якутский, ну давайте скажем, феномен, да, мне не совсем нравится, конечно, вот, это слово, якутского кинематографа. Ну, разное говорят. Первое, то, что всех поражает, это, конечно, просто индустрия. Цифры, там, какой-то фильм там в 10 раз окупился, ничего себе, у нас такого не бывает. Вот. Второе, это разговор о том, является ли это любительским кино или все-таки профессиональным и важен ли профессионализм. Третье, это то, что есть в якутском кино, что вообще чего не хватает нам и чему можно поучиться, что можно привнести. Я уже сказал об этом. Например, привязанность к природе очень важная вещь, ощущение почвы. Вот, об этом и говорят. Дальше обсуждают, можно ли отдельных якутских режиссеров или фильмы обсуждать как культурные события, или якутское кино в целом это культурное событие, а отдельные фильмы и авторы нас интересуют только как частички этого космоса. И тот, и другой взгляд вполне легитимный и возможный. Как вы думаете, сможет ли якутское кино на русском языке иметь успех? Или все-таки язык придает какой-то самобытности? Придает, но может. Я думаю, это возможно. Но это ответ должен давать не я, критик, а авторы фильмов. Они должны найти для этого ход. Это совершенно точно возможно. Мы же представляем себе якутскую семью, где говорят по-русски только. Их сколько угодно есть. Значит, и в кино это тоже может быть. Вы приезжали к нам в Якутск. Да, несколько раз. И на фестиваль последний раз приезжали, который так и не состоялся. Ваши впечатления вообще про нашу республику, какие у вас возникают? Ну, я приезжал каждый раз в Якутию на несколько дней, поэтому мои все впечатления очень поверхностные. Поверхностные такие. Это очень суровая, страшная и прекрасная природа, от которой не оторвать глаз. И зимой, и летом она очень красивая, она всегда разная. И это замечательные люди, очень суровые, очень своеобразные, очень гостеприимные, очень уверенные в том фундаменте, в той базе национальной, культурной, которая есть у всех якутов, которых объединяет. То, чего нам, русским, очень не хватает, например, я считаю. Вот мои первые такие общие впечатления. Еще мне очень нравятся якутские украшения, серебряные, невероятной красоты. В конце я хотел попросить вас пожелание, может быть, якутским кинематографистам. Пожелание одно – не сдаваться и оставаться верным себе всегда. Не предавать себя ради каких-то умозрительных задач. Понравится всей России, понравится международным фестивалям. Наоборот, вы имеете шанс понравиться всем, если вы не будете думать ни о ком, кроме себя, своего зрителя и своих художественных задач. Спасибо большое, Антон. Все, удачи.